Добрый вечер. Вы снова продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И с вами снова программа «Вечерняя игра». И снова мы, ее вечерние ведущие, Илья Сергеева. Петр Нежинский. Очень интересная у нас сегодня предстоит беседа, я в этом абсолютно уверен. И интересная игра, я тоже думаю, так и будет. И беседовать, и играть мы сегодня будем с членом Профессионального союза художников Российской Федерации, заведующим травматологическим пунктом поликлиники номер 7 города Казань Альбертом Галимовым. Добрый вечер. Вечер добрый, Альберт. Как вы нам уже признались за кадром, домино вы любите, знаете, умеете. Так, ладно, берем по 7 косточек. Это очень актуально с травматологией связано, по 7 косточек. И соединяем их в одну большую. В рыбу мы их соединяем в одну большую. Так, начинаю, видимо, я. А вы знаете такой анекдот, кстати, старый, что на самом деле все динозавры были одинаковые, просто палеонтологи собирают их по-разному. Да. Альберт, ну, понимаем, что вопрос, наверное, этот часто вам задают, но тем не менее, все-таки сочетаемость профессий очень интересная получается. Врач-травматолог с одной стороны и художник с другой стороны. Это нет права на ошибку, ответственность перед пациентами, опять-таки, с одной стороны, и полная свобода творчества и полет фантазии с другой. Как умудряетесь сочетать? Нет вот этого вот переплетения и путаницы? Дело в том, что они просто несочетаемые, эти профессии. Они вообще никак не пересекаются между собой. И поэтому, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, наверное. С одной стороны, жизнь труднее становится, когда у человека две абсолютно несочетаемые профессии, потому что времени катастрофически не хватает. А с другой стороны, наверное, это хорошо. Интереснее жить. Ну а как не сочетается? Например, можно писать портреты пациентов. Или на пациентах рисовать чего-нибудь. В операционной? Художественная штопка. Да. Ну, определенный эстетический момент, может быть, присутствует, потому что художник все-таки видит вперед, как будет выглядеть шрам, допустим, может быть. Но это частности. Мне кажется, это не самое главное. А вы все-таки самоучка или вас рисовать учили? Потому что мы знаем, что вы и врач потомственный, и художник потомственный, хоть там и с перерывами династия шла. Я учился в изо-студии при Дворце пионеров имени Алиши, потом в художественной школе, потом брал частные уроки, если это так можно назвать. Ну, наверное, можно даже назвать все-таки меня скорее самоучкой больше. А вот на ваш взгляд, кстати, важно, мы как-то поднимали этот вопрос с художником, между прочим, да. Вот это вот диплом об окончании. Или все-таки художник, он художник? И главное дарование. Да. Вот в этом одно из коренных отличий медицины от изобразительного искусства, потому что без диплома врача тебя просто никуда не пустят дальше санитарской комнаты. А художником, в общем-то, может быть и без диплома. Думаю, что, конечно, иметь высшее образование художественное неплохо, потому что многие приемы, которым вот владеют мои друзья, профессиональные художники, закончившие соответствующие вузы, мне пришлось изучать долгим и трудным путем. Мне пришлось идти к этим достижениям гораздо более трудным путем, как Россия, капитализму через социализм, очень долгим и трудным путем. То есть то, что дает образование, потом человек, который его не получает, нагонять это сложнее именно во временном контексте. Но я постоянно учусь у своих друзей, художников. А нет желания учиться не только у друзей художников, но и куда-то пойти действительно профессионально, получить ту самую пресловутую корочку? Ее ж нарисовать можно. Самому себе. Еще один плюс работы художника. Время от времени у меня появляются такие мысли, но, видимо, нет. Видимо, уже нет. А в каком жанре, кстати, вам больше нравится творить? Ну, я все-таки считаю себя больше живописцем, чем графиком, хотя я но живопись тоже очень обширный такой сегмент. Пейзажи, портреты, натюрморты. Сейчас больше пейзажи. Когда-то я писал сюжетные картины больше. Ну, наверное, что в жизни художника больше всего волнует, то он и пишет. Вот когда у меня родилась дочь, я создал много картин, где героями были маленькие дети.
Потом, когда я начал много путешествовать, потом был период, когда я писал много работ со Старой Казани. Я как-то похватившись, брал этюдник и ходил рисовать вот Старую Казань исчезающую. Запечатлеть что-то. Да, к сожалению, я много этих этюдов сделал, но не написал, например, свой дом, свой родовой дом, который снесли, и на его месте сейчас ресторан. Ну вот моего дома, который строил мой прапрадед, к сожалению, нет. И я его не успел написать. Мне многие в этом даже как-то упрекали и спрашивали, а почему ты свой-то дом не изобразил? А я говорю, не знаю. Видимо, вот потому что всегда считал, что он будет сапог всегда. Бывает, да, вот так говорят. Это как родители. Мы всегда думаем, что они будут с нами, а они стареют, умирают. Вот я также вот к этому дому, видимо, относился. А потом он неожиданно исчез, и я остался без этюда своего дома. Недавно с трудом нашел фотографию в старых архивах. А нет желания хотя бы по памяти, по этим фотографиям? Есть. А когда я несколько лет стал путешествовать по европейским городам, у меня вот появилось желание писать этюдики там. Кстати, когда вот я путешествовал по горам, у меня потом целый год, вот после посещения Алтая, меня просто не отпускала тема гор. Впечатлений надолго хватает. Да, да. А вас раздражает? Я вот сам у себя заметил, ляпнул я это слово, но художников знаю, что это раздражает. Вот все-таки рисовать или писать? Или отображать? Или вы как-то относитесь к этому лояльно? Это же организм профессиональный, наверное, но все-таки писать лучше говорить. Рисовать это карандашом, писать красками. На полях тетрадок. Ну, как говорил один из учителей рисования, рисует только на заборах, а на холсте пишет. Нам именно так в художественной школе тоже говорили. Ваша дочь продолжила вашу медицинскую династию, а вот ваши художественные таланты она унаследовала? Я считаю, что унаследовала, у нее очень неплохо получается, но она как-то больше к музыке тяготеет. Она закончила музыкальную школу, и ей больше нравится музыка. Многие люди считают, что у нее очень хорошо получается с музыкой. А вы вообще строгий ценитель ее творчества? Что касается рисования, живописи, да. Что касается музыки, нет. У меня, поскольку мне медведь на ухо наступил, в семье было очень много музыкантов, меня в детстве пытались обучать, ну, сразу же как-то. И моя бабушка была очень удивлена, когда я клавиши на пианино запоминал по царапинкам на них. И вот так играл. То есть все-таки через некоторое время до моих музыкальных родственников дошло, что совсем тут нечего ловить, и как-то от меня отстали. Но я до сих пор могу сыграть вот 2 мелодии на пианино, запомню, где клавиши находятся, больше никак. По царапинкам. По царапинкам, по пылинкам. Я помню все твои трещинки. Да, чуть попозже мы продолжим разговор о искусстве, в частности, о вашей семье. Только посмотрим рекламу, обязательно посмотрим. Я тут, заболтавшись, не успеваю следить за ходом нашей игры. А игра у нас идет очень хорошо. Как-то угрожающе хорошо она идет. Я так рискую и проиграть. А если ваш внук надумает не продолжать врачебную династию, художественную династию, настаивать будете или уж, решил так решил, надумал так надумал? Настаивать, видимо, бессмысленно, я думаю, что не буду. Хотя время покажет. То есть возможен вариант, что и уговорите? Ну, пока я не могу точно сказать, как все пойдет. Потому что у меня были мысли после художественной школы поступить в художественное училище, но они были такие, не скажу я, что очень настойчивые. И, в общем-то, не скажу я, что меня очень долго от этого отговаривали. Я один раз об этом сказал, мне мама сказала, может, не стоит пойти, все-таки стоит в 9 класс закончить школу, а потом видно будет. А потом уже все, в художественное училище надо было поступать после 8 класса в советское время. И как-то поезд уже ушел, я пошел в мединститут. А вот во врачебную стезю вас близкие, родные как-то подталкивали, намекали, что давай-ка ты туда учиться? Нет, не подталкивали, не намекали, там были разные варианты, там можно было, был у меня вариант и в строительный институт пойти, был у меня вариант заняться биологией, я очень увлекался биологией, участвовал во всяких олимпиадах биологических, но
Там и там математика нужна была, у меня тоже были проблемы с этим. А в медицине нужна химия? Ну, химия не математика. Химия полегче, чем математика, хотя тоже ничего хорошего нет в ней. А одна профессия другой помогает? Нет, я уже сказал, что они вот совершенно никак не пересекаются. Я Это считаю вот так. разные половинки Я вашей считаю жизни. так. Это какой-то переключатель вот срабатывает. То есть вот полдня я существую в одной профессии, полдня в другой. И мне это нравится, что они совсем никак... Ну, видимо, разные полушария мозга совсем там работают. А как коллеги воспринимают, кстати? Ну, это я не сказал бы хобби. На праздники по-разному. юбилеи не просят ваше Стенгазету творение? Стен газеты приходится иногда рисовать. Ну, наверное, в школе часто правда, вы мучили этим. В школе вообще это был кошмар какой-то, поскольку я довольно долго раскачиваюсь обычно, когда что-то творю. А когда стенгазету делать, там раскачиваться долго невозможно. И были определенные сложности. Это примерно где-то до 2-го или 3-го курса мединститут был просто вот мой крест. А потом как-то я сказал, нет, все, больше я этим заниматься не буду, отмахнулся от всех этих заказов, так скажем. Ну, тогда перестройка началась, тогда начались такие изменения, то есть вся эта комсомольская организация начала рушиться, и вот эта дисциплина железная, которая досаждалась, как-то совершенно до второй план отошла. Все эти комсомольцы-активисты начали свои проблемы другие совсем решать, денежные и прочие, и от меня отстали, и слава богу. И это уже не искусство, это уже скучно, наверное, да, вот так вот? Да, это заказуха, причем за это ведь не платили. Это Вот. все нужно было Самый делать главный на аспект, общественных началах. да, на добровольно-принудительных началах. Причем в свободное время свое тратить. Так, на а вот это сейчас вот очень ваши коллеги посещают выставки, как-то, не знаю, может быть, спросят на юбилей, допустим, портрет? По-разному. Все относятся к этому. В основном с уважением к этому относятся. И у меня есть на работе, ну вот буквально несколько, там, 5-6 человек, которые вот ходят на все мои выставки. Прям Такой фан-клуб небольшой. Можно так назвать, да. Но большинство равнодушно все-таки. Большинство равнодушно. Все-таки там оценивают по профессиональным, ну, по медицинским профессиональным Знаете, у нас качествам. сейчас будет возможность как раз-таки посетить так немножко виртуально вашу выставку. И мы думаем, ваши коллеги, посмотрев этот сюжет, по-другому взглянут на ваше творчество, и равнодушие точно поубавится. Так что, пожалуйста. В Национальной художественной галерее Хазине открылась юбилейная выставка работ Альберта Галимова, талантливого художника, успешно совмещающего творчество с медициной. Поэтому поздравить его собрались не только друзья и коллеги, но и пациенты, которым он вернул радость движения. Сложилась так судьба, что я имею 2 профессии. Иметь 2 профессии лучше, чем ни одной. Мне живется интересно и легко, поэтому... Альберт Галимов не только потомственный врач, но и потомственный художник. По удивительному совпадению, параллельно с его выставкой проходит и выставка его двоюродной прабабушки Веры Бурковой. У нас действительно произошел уникальный случай, вот я как раз ходила, вспоминала, потому что вот внук сейчас открывает выставку, да, а его дух, можно сказать, его бабушки, прабабушки, он, так можно сказать, незримо витает, или даже зримо витает на 2-м этаже. Редкий такой случай, когда параллельно существуют вот две такие творческие личности. Как пишутся его картины? Альберт Галимов внимательно присматривается к тому, что его окружает, прислушивается, задевает ли увиденные какие-то ему одному ведомые струны души, и после этого берется за работу. Очень интересная работа, очень сочные, я бы сказала, у вас такие цвета всегда используются. И вот, кстати, вот по выбору как раз-таки цветов создается ощущение, что вы человек такой очень жизнелюбивый и очень оптимистичный. Ну, это как раз на тему сочетания 2 профессий. Я каждый день, в общем-то, вижу боль и страдания.
И вот как-то мне не хочется в творчество переносить эту тему. Видимо, даже не то, что не хочется, а просто не получается. Потому что у меня есть многие знакомые художники, которые, в общем-то, скрывают такие неприглядные стороны вообще жизни, пишут философские такие работы, несколько, может быть, с оттенком мрачности. Ну, у меня так просто, видимо, не получится уже никогда. Потому что хочется в другой мир переходить. Какое переключение у вас происходит? Это именно переключение, да, опять же. Но мы вот заметили на вашей выставке, что отображаете вы Баумана, природу, детей. А есть какие-то улочки Казани, которые вдохновляют особенно? Понятно, что старая Казань была очень таким мощным источником вдохновения. Но вот сейчас, в нынешней Казани? Все меньше и меньше остается, к сожалению, таких мест в Казани. Происходит, в общем, те процессы, которые происходят в городской среде, мне не очень нравятся. Как сказала Марина Разбежкина, однажды известный режиссер, она живет в Москве, я, говорит, не узнаю Казань, приезжаю сюда, я приезжаю уже в чужой город. Вот у меня примерно такое же ощущение, к сожалению, возникает. То есть вот эта урбанизация как-то, что ли, затирает дыхание истории? Ну, я думаю, вот все-таки Старо-Татарск, Слободе, что-то еще сохранилось. Я там работаю, и я ее знаю очень хорошо, причем я этот район вообще не знал раньше, когда учился в школе, когда учился в мединституте. А волей судьбы, вот я там работаю уже 25 лет, и я узнал этот район неплохо. Я даже иногда вожу там мини-экскурсии, ко мне приезжают знакомые из других городов и просят, покажи нам что-нибудь такое, что не показывают туристам. Я их вожу по трущобам Старо-Татарской Слободы, которые еще сохранились. Там, правда, тоже были пожары и разрушали старые дома, но там кое-что есть. Но это такое место силы, что ли, скажем так? Можно так сказать, наверное. Вот на планете есть еще такие места силы, которые вы с удовольствием посещаете и потом запечатлеваете в своих полотнах? Наверняка вы любите путешествовать. Мне приходилось и на Урале, и на Алтае бывать. Алтай, конечно, очень... Ну вот про горы мы слышали. Алтай на меня очень подействовал. Я сказал, что я около года ходил потом под впечатлением. У меня даже как-то поменялось мировоззрение после гор. Горы есть горы. Думаю, что уральские горы тоже свой след оставили. Прям художник-горец какой-то получаетесь. Реки тоже хорошо. Например, вот, природа на той стороне Волги, напротив Казани, на правом берегу Волги, она немножко, но отличается от того, что мы видим здесь. Это очень интересно. Там по-другому, даже растения некоторые чуть-чуть вот не так выглядят. Ну вот пока мы смотрели сюжет, мы тоже поражались тому случаю, что, наверное, это и очень нечасто бывает, когда в одном и том же зале выставляется художник один. Современный, да. И тут же этажом выше выставляется его предок в совсем другом стиле, но тоже художник. У вас вообще семья очень интересная, похоже. Ну, тут надо кое-что объяснить. Тут не совсем так. Дело в том, что моя прабабушка Вера Федоровна Буркова, она училась вместе с Родченко, с Чеботаревым, с Платуновой, с людьми, которые потом стали очень известными художниками. Учились они у Николая Ивановича Фешина. Это самое начало века, 1912-1914 годы. Но моя прабабушка не стала художником. Она именно стала врачом, и мало того, она стала травматологом. Опять династия продлилась. Это особенно уникальный случай. И как мне недавно пришло в голову, что, видимо, богу искусства нужна была жертва в последующих поколениях. То есть вот не удовлетворился тем, что прабабушка моя ушла из искусства и вернул туда меня, из медицины. Можно так сказать.
И там не ее работа, там фотографии из моего семейного архива, который у меня всю жизнь, несколько поколений моей семьи хранил в альбоме, там фотографии учеников Фешина. Вот последние выпуски предреволюционные художественного училища города Казани. Школа была очень мощная и одна из лучших художественных школ в России была. Эти фотографии вот очень интересуют искусствоведов. Вот они меня попросили, я их предоставил на выставку. И получилось так очень интересно, что наверху фотографии из семейного архива, вот, можно сказать, 100-летней давности, это где-то 12-14 год. А внизу моя выставка, это было очень интересно. Причем выставка Роченко должна была закрыться незадолго до открытия моей, но ее продлили. И мы все-таки пересеклись. А мне было даже жалко. Я думал, неужели мы не пересечемся? Тут тройное такое совпадение. Да, но мы пересеклись, и я сейчас, когда приглашаю всех вот на выставку, я говорю, вы можете пройти на втором этаже, посмотреть старинные, интересные очень фотографии, плюс работа Роченко, конечно, которая там выставлена. А на первом этаже меня. Такой вопрос. Вот лично вам, что доставляет большее удовольствие, удовлетворение, если хотите? Правильно поставленный диагноз пациенту, трудному пациенту, да, его выздоровление, или написанное полотно? Пожалуй, равноценно. Вот единственное, вот что... А вы говорите, не связано. Удовольствие получаешь от этого приблизительно одинаково, я думаю. И то очень ценно. А была такая картина в вашей жизни уже? Или, может быть, она только в планах? Картина о медицине. В которой все Ну, идеально. вот, нет. она прям вот такое удовлетворение доставила, когда вы ее закончили? Ну, несколько раз, наверное, бывало. Ну, не часто. Ну, наверное, раз 3, 4, 5. То есть, когда вы ходите по своей выставке, бросаете взгляд на свои полотна, понимаете, что а вот тут бы надо вот добавить, а вот тут Да. убавить. То есть бывает такое, что вы Ну, ночью это- приходите с кистью? Это постоянно. Нет, ну так бывает редко. Хотя тоже бывает. Бывает. Картины живут своей жизнью. Они, вот та же, которая тебе нравится сейчас, она через 3 года воспринимается совсем по-другому. Иногда Другим бывает взглядом. такое зачастую. И некоторые, которые сначала нравились, потом перестают нравиться, а некоторые наоборот. Это очень интересный процесс. Но вот в сюжете тоже было сказано, что одному, собственно, вам и ведомо, что вас вдохновляет. А что вдохновляет? Что может зацепить, не знаю, взгляд, душу, эмоцию? Может быть, есть муза? Да. И нужна ли она художнику? Сложно сказать, что вдохновляет. Это совершенно непредсказуемый процесс. Как говорил мой учитель Виктор Иванович Куделькин, очень известный художник, вдохновения вообще нет. Он говорит, нет такого понятия вдохновения. Каждый день нужно работать, заставлять себя, когда ты болеешь, когда тебе плохо, когда у тебя плохое настроение. И если работать не будешь, никакого вдохновения не будет. То есть вдохновения нет, есть каждодневная работа. Я с ним И согласен. в процессе как раз Я да, с ним и происходит. согласен. А в процессе, Единение какое-то. когда уже 1,5-2 часа работаешь, тогда иногда вдруг чувствуешь, вот поперло. Тогда что-то начинает как будто даже водить твое. То есть вы каждый день, получается, практикуете? Ну, практически 2-3 дня в неделю, наверное, могу. Не скажу, что каждый день, но довольно часто. А бывали у вас творческие кризисы, когда вы месяцами не притрагивались к холсту, к кисти и понимали, что ну не хочу, не буду? Да, несколько раз так было. Ну, я как-то не называю это кризисом и как-то не очень боюсь этих состояний. Мне кажется, это какая-то внутренняя перестройка идет. Там после этого обычно что-то интересное начинает получаться. Это, наверное, нужно. То есть следующая ступенька. Бывало. 2 или 3 раза было такое. То есть нужно время отдохнуть чуть-чуть, да? Вот сейчас со такой свежими- период у меня. Вот в этом году какая-то аномальная весна совершенно, то есть были долгие холода, а я обычно в апреле уже потихоньку начинаю выходить на этюды в лес. А в этом году весна получилась какая-то странная. То есть она затяжная, потом... То есть ты вроде бы взял всплеск. уже, а тут снег пошел. Да, вот что-то То есть такое. вы в буквальном Как-то у смысле меня... метеозависимы.
Возможно, что так, потому что как художник, художник который будет в душе. работает на пленэре, Да. метеозависимый. А нравится, кстати, вам отчасти. на пленэр выходить? То есть, что вот вы Нравится. ощущаете при этом? То есть, это как вот некоторые мужички на рыбалку ездят. На зимнюю. Да. Примерно так. Есть похожее ощущение. Я тоже очень люблю рыбачить. Что-то в этом есть. Там А собирается при этом какая-то компания вот Мир художников не из 3-4 существует. человек, говорит, ребят, ну сегодня давайте Или вам в одиночестве напишем. лучше творится? мы так раньше делали с моими друзьями из группы «Достан», с Анваром Сафудином, Сережей Дагадом. Брали тюники и ходили втроем, вчетвером, писали. Причем это очень интересно, когда один и тот же мотив пишет 3 художника, получает же 3 совершенно разных картины. Это абсолютно нормально, потому что все прокручивается через мозг. Это же не фотография, это гораздо сложнее и интереснее. Ну, сейчас как-то получилось так, что как мы все разъехались, разошлись по семьям, не удается собраться. Хотя я бы с удовольствием, если вот меня позвали бы, я бы прям схватил тюника и побежал. Такой вопрос, с точки зрения, все-таки мы не отойдем от второй профессии ни в коем случае, с точки зрения медицины, чем полезно рисование? Нервы успокаивает. Ну, подожди, гость, пусть ответит. Я предполагаю пока. Нервы успокаивают, это сложно сказать, потому Не что успокаивает? не всегда получается так, То есть что бывает, нервы что и успокаивают. кистью Не в полотно. получается. Это философские пятна. Я думаю, что рисовать полезно и для зрения, и для работы мозга. Художник смотрит вдаль, и вблизь, смотрит вблизь и вдаль. Как моряки, в общем. На этом основана, вот, например, гимнастика йогов для глаз, чтобы расфокусировать и сфокусировать на дальнем и на ближнем предмете. Я считаю, что вот занятие живописью на пленэре, в частности, для глаз очень полезно. А еще? Ну вот нервную систему мы упомянули. Хотя тут Прогулки на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе, Прогулки на свежем зрение. воздухе, потому что иногда приходится километров 10 пройти, С утяжелителями прежде чем найдешь еще. мотив. С утяжелителями, да. А как Всё вот это эти весит мотивы, килограмм кстати, 10. ищутся? То есть, ну вот 10 километров прошагал, и вот оно, дерево. Или, а вот оно, его дерево. памятник. И еще 10 километров. Ну, есть такие места, которые вот стопроцентно работают. То есть я знаю, что если я туда приду вот примерно при таком освещении, там будет неплохой мотив. Но это ведь не будешь всю жизнь ходить. Это вот как Сезанн, он ходил гору одну и ту же, писал гору Сен-Виктуар. Много у него там, несколько, наверное, десятков, если не сотни, наверное, этюдов с этой горой. Но это не все так могут. А иногда я иду просто искать что-то новое. Но это очень трудно, потому что иногда вот 2 метра, 3 метра в сторону, если шагнуть, то уже вот Совсем мотив другое выглядит преломление совершенно света. по-другому. Вот удивительный тоже момент. Это же нужно еще и время рассчитать, да? Когда солнце будет там. И это тоже важно, потому что солнце двигается, и на написание одного этюда где-то примерно около 3 часов есть у художника времени. Потом потом будет все совершенно по-другому освещено. Надо или брать другой холст, или уходить, приходить на следующий день. Это все очень А интересно. польза для кисти? С кистью? Ну, мелкая моторика кисти, как говорят педагоги, это тоже играет роль. Ну, я, кстати, если вот, опять же, вам все время хочется вернуться к медицине, я не стал медиком, хотя мне хотелось. Я заметил, что у музыкантов и у художников быстрее идет разработка после травм кисти, зачастую, как правило, быстрее, чем у обычных людей. То есть вот развитая именно мелкая моторика мышц кисти, она играет положительную роль в этом случае. Хорошо, вот такой еще вопрос. Может быть, когда-нибудь это было, может, вы вспомните. Просто так пофантазируем. Допустим, приезжаете вы на какой-нибудь симпозиум или, ну не знаю, там, консилиум травматологов России. Встречались ли вам в вашей профессии вот такие же коллеги в квадрате, как и вы? То есть, а он тоже, оказывается, художник? Или скульптор. Вообще распространена такая вот тема медицинской Считается среде? все-таки, что Или медики художественной? люди достаточно Обособленные. суровые, и с творчеством у них не всегда бывает хорошо. Нет, художника я знаю только одного, нет, не одного, 2, которые занимаются живописью, кроме медицины. Один Зуфар Бигбов, он
тоже хирург, он уехал в Америку, и сейчас он там сочетает две профессии, насколько я знаю. Я иногда читаю в интернете его посты. А второй художник-врач, это художник-карикатурист. Он, причем, имеет даже международные премии в карикатуре. Но вот среди своих современников я знаю двоих. Общаетесь? То есть одного знания-то мало, что Очень ну да, вот они мало, есть. мало, но общаемся иногда. А когда меня спрашивают, вот как сочетать две профессии, я долго искал кого-нибудь в истории живописи. Мне очень хотелось найти какого-то вот предшественника своего. И я вот буквально пару лет назад нашел, что был такой художник Николай Кульбин. Он был хирургом, причем военным хирургом Генерального штаба Российской армии. И кафе «Бродячая собака», где собирались в Петербурге художники и поэты, там было 2 зала, и художники устроили конкурс, кто будет расписывать этот зал. И вот большой зал расписывать победил Судейкин, а малый зал расписал Кульбин. Почему-то об этом многие искусствоведы даже не знают, и я это рассказываю, говорю, вот у меня был такой очень известный предшественник. Вот, теперь знаем и все мы. Вот еще один ваш талант раскрылся. А еще мы знаем, что сейчас будет рекламный блок. Да? Как-то вы Вспомнили сегодня про опасно домино. играете. А вот сейчас можно кричать рыба-то уже? Давай кричать. Рыба. Интеллигентно прокричал. Мне такой вопрос возник, пока мы общались. Вспомнили мы вот художника, который расписывал «Малый зал», Кульбин, да? И про богему было сказано, что вот собирались. А есть ли в Казани вот такое место, означенное время какое-то и энное количество людей, которые вот так же богемно собираются, художники, поэты, музыканты? Битбоксеры. Богема. После реконструкции и ремонта музея Горького в подвальчике там открылось кафе «Бродячая собака», которое там и было и раньше. Тоже «Бродячая собака», по примеру питерского знаменитого кафе. Там довольно неплохо, мы иногда... А что происходит вот на этих встречах, ну, кроме, конечно, чая с пирожными? Какое-то общение, какая-то взаимоинтеграция, знакомство? Совершенно по-разному складываются беседы. Иногда говорят об искусстве, а иногда и не об искусстве. Но какое-то взаимопритяжение, вот люди творчества в Казани все-таки находят? Сотрудничают они как-то? Или вот особняками держатся? Несомненно, есть. Музей Аксенова, вот такой один из центров тоже встреч богемы, если можно это так назвать. Это нужно. Общение, оно обязательно нужно и художникам, и писателям, и поэтам. И, в общем, многие знакомы между собой. И довольно интересные беседы иногда. Семья ваша поддерживает вас? На пленэры с вами не напрашивается? Или говорят, я там такую видела, дерево красивое, вот его, блин, изобразить? Нет, это все решает только художник. Это, иногда пару раз мне люди говорили, вот там такой прекрасный вид, такой, посмотри, какой прекрасный вид. Но это абсолютно разное восприятие, потому что то, что кажется другим людям красивым, художник может забраковать. Там работают другие законы, я считаю. А у вас в семье, мы знаем, существует очень любопытная традиция. Своих половинок вы встречаете непосредственно во время учебы в медицинском институте. Ваши родители так познакомились, вы с супругой так познакомились. Так сложилось. Ну, это тоже может быть совпадение, а может быть и нет. А может быть судьба? И мои папа с мамой, и мы с моей женой учились в одной группе в мединституте. Может быть, судьба. А что еще режет, ну, скажем так, взгляд художника в городе? А может быть, что-то наоборот очень стало радовать? Все-таки художник, он видит по-своему.
Ну, город это своеобразное место. Люди, вот Да. меня интересует прям вот конкретно люди. Ну, ходить и разглядывать людей, это, я думаю, хобби не только художников, это многие не художники этим занимаются. Это довольно забавно иногда посидеть где-нибудь за столиком в кафе и посмотреть на людей. Но вот вы отмечаете, что как-то или- изменились или люди на в Казани. лавочке. Там стали, не знаю, более ярко одеваться, допустим, да, или наоборот. Более хорошо одеваться. По-художественному эстетично, вот, например, так. Ну, Радует ваш конечно, происходят изменения. Меняется ведь и мода, и как-то и стиль. Ну, я думаю, все-таки сейчас стало меньше плохо одетых людей. Безвкусно, я бы сказал. Все-таки что-то происходит в этом плане положительного. А что бы вот вы привнесли непосредственно, ну, не то чтобы в архитектуру города, да, каких-то ярких красок бы добавили? Где бы? Что бы это было? Яркие краски надо добавлять в новостройках, в спальных районах. Это обязательно. То есть потому едешь, что там- розовый дом, зеленый дом. Конечно, оранжевый. Почему нет? В новостройках, в спальных районах где красок не хватает. Ну и, конечно, деревьев, зелени не хватает в Казани. Очень много уничтожается. Это очень много уничтожается старых деревьев. Вот в Европе 200-300-летние деревья растут прямо посреди города. Их никто не трогает, их охраняют и берегут. А у нас их уничтожают. Это А у очень вас плохо. есть любимый цвет? Не знаю. Раньше я как-то считал, что у меня любимый цвет фиолетовый, но потом прошло столько времени, что я уже, наверное, забыл. Я бы сейчас уже я сейчас не назвал свой любимый цвет. И вообще я очень плохо разбираюсь в цветах, и я не знаю, как они называются. Ну, мне вот показалось зеленый. Моя жена надо мной смеется. Желто-оранжевый. Да, ну желтый и зеленый, вот такие вот яркие какие-то прям летние цвета. Это вообще мужчины и женщины в этом очень отличаются, потому что мужчины и женщины совершенно по-другому воспринимают цвета. И вот моя жена иногда смеется надо мной и говорит, ну какой же это зеленый, это синий, а я был уверен, что зеленый. Это очень забавно происходит. Мы иногда целые такие дискуссии разворачиваем, такие смешные по этому поводу. А вы человеком какой эпохи себя считаете? И в какой эпохе бы вам больше хотелось жить? Или настоящее вас устраивает? Настоящий меня устраивает, за исключением некоторых таких неправильных тенденций, конечно, о которых я уже говорил, что плохо мы относимся к нашему прошлому, не бережем кое-что из старинной архитектуры. Я думаю, что в настоящем нужно жить, тем более другого и не дано. Бесполезно что-нибудь думать по никогда этому поводу, не- ты уже здесь находишься, и ты будешь здесь жить. Никогда не хотелось пофантазировать и отобразить тот город, какой хотелось бы видеть. О. Не идти с этюдником непосредственно на этюды, а просто сесть, представить и запечатлеть. Моя Казань. Ну, это уже, наверное, больше к архитекторам вопрос. Это у них такие в голове бродят фантазии. Нет, я понимаю, конечно, что ничего вечного нет, и что как-то город должен преобразовываться, но иногда это немножко не туда идет. Я бы хотел, конечно, чтобы побольше осталось от города моего детства. Многовато уничтожено, многовато, к сожалению. А у вас есть увлечение помимо медицины, помимо художественных дел, что-то не связанное ни с той половиной вашей жизни, ни с другой? Ну, значит, я бы не может, ответил. экскурсии вы проводите. Ну, я люблю книжки читать, самые разные. Ну, какие у вас предпочтения? Или любую с полки, и она уже интересная? Ну, нет, не совсем любую. Как-то я люблю испанских авторов, испаноязычных, южноамериканских авторов, Борхеса, Маркеса, Кортасара. Люблю японских авторов, Аба Коба, Канзабуроя. Люблю классику иногда почитать, А сами не пишете? русскую. Ну, я пытался писать и стихи, и прозу. Это были у меня такие периоды, но это было давно, и как-то это немножко сейчас я уже от этого отошел. А немножко о кино давайте поговорим. Есть фильм, который вы пересматриваете с удовольствием? Ну вот я вот не могу назвать себя большим любителем кинематографа, и, честно говоря, я как-то вот,
наверное, я равнодушен все-таки к киноискусству. Нет, у меня вот нет любимых фильмов. Я вам не могу сказать, когда я последний раз какой-нибудь художественный фильм посмотрел. Наверное, около года назад. А если о музыке? А музыку я очень люблю. Вот. И симфоническую музыку, и джаз, и рок-музыку, наверное, прежде всего, потому что я на ней вырос в детстве и в юности. Это хорошо. Бальзам на душу Петра. Я тоже Спасибо люблю вам рок-музыку. сегодня, что нашли время к нам выбраться. Это было очень интересно и очень, кстати, продуктивно. Первый раз мы вот такую так рыбу вот сыграли. создали. Мы собрали, в общем-то. Ну, почти собрали рыбу. Травматология дает о себе знать все-таки. Видите, воедино рыба у нас вернулась. Да, спасибо большое, что посетили нашу программу. Наслаждайтесь творчеством, творите сами и не забывайте смотреть вечернюю игру на телеканале ТНВ. Пока-пока.